В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Выборы в Галское районное собрание пройдут в феврале 2017 года. Репортаж заседания сессии. Уровень воды на плотине Ингургэс близок к критическому. Актуальный репортаж программы. Здесь окажут необходимую помощь. Гудаутская райбольница открыла свои двери после капитального ремонта. Срок полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района, избранных 12 февраля 2011 года, продлен на 1 год. Таким образом, следующие выборы в Галское районное собрание пройдут в феврале 2017 года. Такое решение приняли депутаты на очередном заседании сессии. Законопроект был принят в первом окончательном чтении. Предыдущие выборы в органы местного самоуправления прошли 12 февраля 2011 года. По закону срок полномочий избранных депутатов должен был истечь еще в феврале прошлого года, но в 2014 депутаты продлили их срок на год. Для проведения выборов были приняты несколько решений. 29 января парламент страны принял поправки к Конституции, касающиеся реформы местного самоуправления. Ранее были внесены изменения в законы об управлении в административно-территориальных единицах и о выборах в органы местного самоуправления. Единственной преградой для проведения выборов в Галском районе остается незавершенная программа по паспортизации. Поэтому принято решение о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления этого района до 12 февраля 2017 года. За исключением Гальского района, в других районах Абхазии отсутствуют какие-либо законодательные либо правовые ограничения для проведения выборов в органы местного самоуправления. В соответствии с принятым в 2014 году законом, выборы в органы местного самоуправления должны состояться 3 апреля текущего года. Мнения депутатов разделились. Часть народных избранников выразила сомнение, что программа по паспортизации населения Галского района будет завершена и в течение этого года. Тогда проблема возникнет вновь. При этом вся ответственность за выполнение данной программы, по мнению депутатов, ложится на правительство страны. Сейчас вы просите, чтобы мы отложили вопрос. Скажите, пожалуйста, кабинет министров, который в течение года не реализовал эту задачу, как вам кажется, способен? Мы должны ему доверить реализацию следующей, до завершения этой же задачи. На этот вопрос, сможет ли кабинет министров за период времени, по которому должно по закону отложить выборы в органы местного самоуправления в Гальском районе, сможет или не сможет решить поставленную задачу, сегодня вам не смогу однозначно ответить, и чтобы не вводить вас и присутствующих в заблуждение, думаю, полезно было бы пригласить тех должностных лиц Кабинета министров, которые ответственны за паспортизацию, за реализацию этого постановления парламента. Безответственное отношение исполнительной власти, которое продолжается с 2013 года, вещи своими именами давайте будем называть. У нас о замене паспорта вопрос стоял еще в 2013 году. В итоге, несмотря на противоречия, закон был принят в первом окончательном чтении. На заседании сессии у парламентариев возникли вопросы к пограничной службе России. По словам депутатов, бывали случаи, когда при переходе через границу парламентариев и представителей различных общественных организаций несанкционированно задерживали на несколько часов. В связи с этим депутаты уже обратились в МИД Абхазии. Нала Мукба, Артур Каландия, Абхазское телевидение. Энергообеспечение. Этот вопрос сегодня волнует каждого без исключения жителя Абхазии. Госкомпания «Черноморэнерго» информировала, что веерное отключение электричества вызвано низким уровнем воды в водохранилище Ингургэс. Но этого недостаточно. Уровень воды на плотине близок к критическому. Об этом говорил в парламенте руководитель «Черноморэнерго» Аслан Басария. О том, какова сегодня ситуация на плотине, выясняли наши корреспонденты. Репортаж Амры Амичба. Ингургэс – единственный источник, обеспечивающий Абхазию электроэнергией. После Отечественной войны народа Абхазии была достигнута договоренность о совместном использовании станции, так как плотина, где скапливается вода, находится в Грузии, а агрегаты выдачи электроэнергии расположены в Абхазии. Сегодня уровень воды в Джварском водохранилище, питающем Ингургэс, близок к критическому и достигает 443 метров, тогда как норма считается 510. А при уровне воды в 420 метров специалисты советуют и вовсе остановить работу Ингургэс. Оставшийся ресурс водохранилища с учетом притока в феврале не дает возможность полностью снабжать
Абхазию электроэнергии. Если такими темпами, как сегодня, даже вот при условиях верного ограничения с такой выработкой продолжать, то ресурсы закончатся к концу февраля. А ограничение до 5 миллионов киловатт-часов потребления в день – это необходимо. Работа Ингургэс зимой в советское время останавливалась, так как объем воды на плотинах не позволял вырабатывать электроэнергию. Тогда Абхазия запитывалась со станций, расположенных в союзных республиках. Сегодня же за неимением альтернативных источников мощности Ингургэс эксплуатируются круглогодично. При этом зимой Абхазия забирает почти 100% вырабатываемого электричества. Об этом заявил на заседании сессии Народного собрания гендиректор Черноморэнерго Аслан Басария, приглашенный в парламент для разъяснения ситуации с энергообеспечением страны. Несмотря на критическую ситуацию, чтобы не привести страну к энергетическому коллапсу, компания Черноморэнерго предпринимает ряд мер. Одна из кардинальных – введение веерного отключения электричества. Но этого недостаточно, так как уровень воды в водохранилище постоянно падает. И если ситуация будет развиваться так и дальше, то Ингургэс может полностью остановиться. Если смотреть в динамике, предположим, последние 2 дня, при тех климатических условиях, которые на сегодняшний день мы наблюдаем, при том потреблении Абхазии, которое есть сегодня, в сутки приблизительно уровень воды в водохранилище падает на метр. То есть ту экономию, те веерные отключения, которые мы ввели на территории Республики Абхазия, они недостаточны для того, чтобы водохранилище наполнилось водой вовремя до наступления паводков. Посредством веерных отключений мы стараемся экономить порядка 50 мегаватт. И для того, чтобы мы каким-то образом вышли на адекватный уровень, нам нужно, по сути, увеличивать эту экономию приблизительно в 2-2,5 раза. Ситуация такова, что если экономия будет продолжаться именно в таком количестве, то приблизительно воды в водохранилище до уровня 420 метров у нас останется порядка 20-25 дней. Работа Ингургэс полностью зависит от погодных условий. Поэтому остается либо надеяться на ранний паводок, либо закупать электроэнергию за пределами республики. Но таких средств у государства нет. Обратились к нашему стратегическому союзнику для того, чтобы каким-то образом компенсировать то количество электроэнергии, которое мы и экономим, и которое еще должны сэкономить для того, чтобы наполнилось Джварское водохранилище. По сути, речь идет о запросе в 140 мегаватт. Приблизительная стоимость реализации электроэнергии с территории Российской Федерации на близлежащую территорию, именно на юге России, стоимость 1 киловатта 6 евроцентов. При пересчете мы можем совершенно спокойно математическими итерациями выйти на сумму приблизительно под 1 миллиард рублей. Всего лишь за 2 месяца. Но платить у нас возможности нет. Речь идет о том, что если нам помогут наши стратегические партнеры и соседи, по сути, о бартере. В случае, если нас запитают сейчас на период, предположим, до конца марта, но во всяком случае, до того момента, пока не изменится климатическая ситуация, период весна-лето, чтобы мы имели возможность им компенсировать эту электроэнергию. Дело в том, что в Российской Федерации нужды в электроэнергии нет, поэтому, когда речь идет о том, чтобы они продали, проблем нет. Но когда речь идет о том, что им возвратят эту электроэнергию, которая у них в избытке, здесь возникают вопросы. Как сообщил депутатам гендиректор Черноморэнерго Аслан Басария, в эти дни премьер-министр Артур Миквабия находится в России и занимается решением данного вопроса. Амра Мичба, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение. Изменена работа милиции общественной безопасности. В ближайшее время жители республики увидят патрули не только в городах, но и селах. Об этом сказал министр внутренних дел Леонид Дзябшба на пресс-конференции. Министр подробно рассказал о том, что предпринимает МВД для улучшения криминогенной ситуации в стране и установления порядка на дороге. По всей Абхазии работает более 45 патрульных машин. Все они оборудованы специальными средствами связи, сказал, открывая пресс-конференцию, министр внутренних дел Леонид Дзябшба. От ПСО до Ингура действуют 10 стационарных постов и 2 контрольных пункта милиции Мюссера и Кодор. 2 раза в неделю проводятся специальные профилактические мероприятия. По словам министра внутренних дел, все эти меры повлияли на криминогенную ситуацию в стране в целом.
с 4-го квартала, с октября 2015 года, количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2014 годом не изменилось. Это составило 235. В то же время раскрываемость преступлений возросло со 118 в 2014 году до 134 в 2015 году и составила 57% раскрываемости. Произошло снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений со 138 до 118. В ближайшие месяцы на центральной трассе от Киласура до Псоу будут установлены камеры видеофиксации. Около 40 видеокамер заработают в столице. С 10 февраля начнет функционировать и единая регистрационная система совершенных преступлений. Все заявления от граждан и правонарушения будут фиксироваться. Скрывать преступления никому не позволено, отметил министр. На вопрос о ситуации в Дранском СИЗО Леонид Дзапшба ответил, что в тюрьме установлен режим содержания заключенных. На сегодняшний день там все, что необходимо, первоначально много моментов исправлено, двери, замки, все приведены в надлежащий вид, то есть исправны. Все люди, содержащие в следственном изоляторе, все находятся в камерах. Касаясь другого громкого преступления – убийства Энвера Агарба и Романа Инапха в центре Сухума, Леонид Дзапшба отметил, что у МВД есть подозреваемые. Проводятся следственные мероприятия. У нас есть подозреваемые. Многие люди были задержаны. Работа там большая ведется совместно. Мы ждем экспертиз. За последнее время между сотрудниками МВД и ГСО произошло несколько конфликтов. В том числе имело место рукоприкладство. В чем причина таких инцидентов? Отвечая на этот вопрос, Леонид Дзапшба отметил, что все граждане, в том числе и сотрудники различных силовых структур, обязаны подчиняться законным требованиям милиции. Человек при исполнении, понимаете, кто бы ни был, любого ведомства, следующее, ночное, дневное, а тем более вот и инциденты имели место с 3 до 6 утра. Понимаете, любой сотрудник любого ведомства должен подчиняться на законные требования сотрудников органов внутренних дел. Что и было сделано. Журналистов интересовала судьба уголовного дела в отношении Леонида Дзапшба, возбужденного в 2012 году по факту злоупотребления служебными обязанностями. Уголовное дело прекращено, сказал министр. Оно имело политический характер, уточнил он. Знаете, кому-то это нужно, раз коль вы этот вопрос задали, кому-то это нужно будоражить. Вот, это уголовное дело было заведено, чтобы я преклонился перед кем-то. Как завели, так и прекратили. Еще до моего назначения сюда задолго. Готовится закон по борьбе с организованной преступностью, сказал министр внутренних дел. В ближайшее время ожидается подписание договора о создании совместного абхазо-российского информационно-координационного центра. В него войдут, по информации министра, 20 сотрудников МВД. Из них 15 – это сотрудники абхазской милиции, 5 – представители МВД России. Руководить ИКЦ будет гражданин Абхазии. Елена Лулуа, Беслан Джинджоля, Саид Айба, Абхазское телевидение. Расширенный репортаж с пресс-конференции министра внутренних дел Абхазии Леонида Дзапшба смотрите в нашей программе сегодня. Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия под председательством Омара Бирулава в составе судей Екатерины Онищенко и Тимура Тарба отказано в удовлетворении жалобы адвоката гендиректора Южной строительной компании Вадима Матуа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Абхазия. Жалоба была подана на постановление Сухумского городского суда о признании законным и обоснованным возбуждения уголовного дела Генпрокуратурой в отношении Матуа, главного инженера компании Анатолия Кожакова и директора планово-технического отдела Дмитрия Лапина, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами А и Б части 2 статьи 235. Производство строительных работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенного группой лиц по предварительному сговору в отношении работ, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет Уголовного кодекса Республики при строительстве детского сада в Гудауте по улице Гагарина. Предварительное следствие продолжается Генпрокуратурой.
Президент Рауль Хаджимба подписал указ о создании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 115-й годовщины со дня рождения выдающегося абхазского поэта, ученого, общественного деятеля, кавалера ордена Архидзапша первой степени Умара Бейгуа. Комиссию возглавляет премьер-министр Республики Абхазия Артур Микваби. Вопросам пенсионного обеспечения, а именно механизмам выплаты российской пенсии, было посвящено заседание, которое провел первый вице-премьер правительства Шамиль Адзанба с представителями органов пенсионного обеспечения, прокуратуры, нотариальных контор. Открывая совещание, первый вице-премьер отметил, что в России немного изменились механизмы выплаты и оформления пенсий. Полный перечень необходимых для оформления российской пенсии документов предоставляет представительство Российского пенсионного фонда в Абхазии. Изменения касаются только тех пенсионеров, которые начнут получать пенсию в этом году. Также Шамиль Адзанба отметил, что для тех, кто уже получает пенсию, правила не меняются. На совещании был поднят вопрос снятия пенсии с карты умершего человека его родственниками. По словам вице-премьера, это квалифицируется как мошенничество. На сегодняшний день известно о 9 таких фактах. Как бы тяжело не жилось сегодня, не опускаться до такого уровня, когда просто откровенно брать не принадлежащие вам деньги. Нельзя этого делать. Я понимаю, что только увещеванием и так, говорится, апеллируя к совести, этот вопрос не решишь. Но у нас есть, слава богу, правоохранительная система, есть прокуратура, есть МВД, есть и другая, есть служба госбезопасности, если надо, подключим. Все равно будем настаивать, искать. И я думаю, что мы найдем этих мошенников, которые это сделали. Гудаутская районная больница, которая была построена в 1973 году, открыла свои двери для пациентов после капитального ремонта. Строительно-восстановительные работы шли 4 года и завершились в конце 2015-го. Репортаж Ренаты Шакая. После 4-летнего перерыва, связанного с капитальным ремонтом, Гудаутская районная больница готова к приему пациентов. Правда, еще несколько отделений лечебного учреждения нуждаются в оборудовании, чтобы медперсонал заработал на все 100%. На сегодняшний день в больнице полностью функционирует только терапевтическое отделение. На каждом этаже расположены палаты с кислородным обеспечением. Здесь для лечения больных есть все необходимое. Это и кабинет УЗИ, аппарат флюорографии и рентгена. В планах создания различных отделений – приемно-диагностического, инфекционного, терапевтического, детского, хирургического, отделения скорой помощи, а также акушеро-гинекологического. В Гудаутском роддоме сейчас вы знаете, что проведен капитальный ремонт. Изменено полностью все согласно европейским стандартам. Сделаны индивидуальные родзалы, где женщина, перейдя в роддом, рожает каждая в своем родзале и может до момента выписки находиться в этом родзале со своим ребеночком. То есть, конечно же, мы будем внедрять раннюю выписку новорожденных, это 3-4 день, чтобы ребенок уже привыкал к микрофлоре дома, родственников, и это приводит к меньшей заболеваемости у новорожденных. В родильном отделении хирургии не функционирует операционная. Как рассказал главврач больницы Хаджират Шамба, первым делом необходимо оборудовать операционные, приобрести хирургические наборы, установить операционные столы, аппараты наркоза, специальный свет. Все эти вопросы, по его словам, находятся на контроле у Министерства здравоохранения республики и будут решены в ближайшее время. У нас сейчас открылось отделение детское на базе районной больницы, и поликлиника у нас тоже здесь с нами функционирует. И поэтому на 2 этих учреждения острая нехватка педиатров, особенно дежурных врачей, чтобы обеспечить ургентную экстренную помощь круглосуточную. Этот вопрос у нас острый стоит. Мы попытаемся его решить. Опять же, обратимся за помощью в Минздрав, будем думать, как эту ситуацию исправить. Станция скорой помощи и инфекционное отделение, как и раньше, располагаются в отдельном здании. При финансовой поддержке администрации Гудаутского района была приобретена машина скорой помощи. Теперь у больницы 2 бригады и реанимобиль с качественным и необходимым оборудованием. Рената Шакая, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 5-7, днем плюс 16-18 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
по мере наших сил хотя бы.